Служба безопасности Украины ответила генералам российского Минобороны. В Москве назвали провокацией недавнее задержание на границе с Крымом, как сообщал Киев, 2 дезертиров. Речь о прапорщике Максиме Одинцове и сержанте контрактной службы Александре Баранове. Спецоперацию украинские силовики провели 20 ноября, а сегодня показали видео. Хочу подчеркнуть, что видео оригинальное. Это не реконструкция. Флаги настоящие, действующие лица настоящие, изменники настоящие. Убегающий в будку российский пограничник настоящий. Военных задержали во время встречи с курьером, его видно на видеозаписи. По данным СБУ, прапорщик и сержант пытались купить документы о получении высшего образования в Украине, чтобы стать офицерами российских военно-морских сил. В штабе Черноморского флота задержанных называют российскими военными и заявляют, что СБУ, цитата, «через подставных лиц выманила их и похитила». В российском ведомстве считают, что украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против Баранова и Одинцова уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины. Этот инцидент – очередная история из серии взаимных задержаний граждан в России и Украине. Ранее в Крыму ФСБ несколько раз арестовывала украинцев по подозрению в якобы подготовке диверсии на полуострове. В Москве якобы за шпионство арестован украинский корреспондент агентства «Укринформ» Роман Сущенко. В свою очередь, Служба безопасности Украины в октябре задержала на своей территории сотрудников ФСБ, а сейчас и военных, теперь уже российского флота. По мнению ряда аналитиков, со стороны меры украинских силовиков кажутся ответом россиянам. Это шпионский. Естественно, спецслужбы Российской Федерации создают картинку успешности работы и в том, что Украина является страной источником терроризма. Соответственно, наши спецслужбы не сидят сложа руки и посылают им ответный сигнал, тем самым показывая, что они тоже есть, они тоже работают. Задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко украинская спецслужба внесла в список на обмен. Адвокат Марк Фейгин надеется, что обменяют его на задержанного в Ровно сотрудника ФСБ Виктора Павленко. В СБУ говорят, что делают все возможное. Не исключают и того, что обменять могут и задержанных на границе с Крымом военных. Сейчас они находятся в Николаевском следственном изоляторе СБУ. Им грозит до 15 лет тюрьмы по статьям «Дезертирство» и «Государственная измена». Юлия Дрозд, Юрий Комаров. Настоящее время.